Сәлеметсіздер ме, қымбатты достар. Сегодня у нас 18 урок, 18 сабақ. Шығыс септік, исходный падеж. Сұрақтары кімнен, неден, қайдан, от кого, из чего, откуда. Жалғаулары нан-нен, дан-ден, тан-тен. Рассматриваем сейчас вопрос кімнен. Итак, нам даны простые предложения, как всегда, и мы их прочитаем. Ол алды, он взял, ол көрді, он увидел, ол сұрады, он спросил, ол үйренді, он научился, ол қорқады, он боится. И еще раз хочу напомнить, что ол переводится как он, так и как она. Убираем шторки и добавляем окончание шығыс септік. Хочу напомнить, что окончания добавляются строго по закону сингармонизма. Мягкое слово – мягкое окончание, твердое слово – твердое окончание. С какой буквы будет начинаться окончание, будет зависеть от последнего звука в слове. Итак, подбираем окончание. Дәрігер, ден, слово мягкое, мягкое окончание. Данияр, дан. Мұғалім, нен. Если слово оканчивается на букву М, Н, то добавляются окончания нан или нен. Әжесінен, әкесінен. И давайте переведем предложение. Ол дәрігерден алды. Он взял у врача. Ол Даниярдан көрді. Он увидел у Данияра. Ол мұғалімнен сұрады. Он спросил у учителя. Ол әжесінен үйренді. Он научился от бабушки. Ол әкесінен қорқады. Он боится отца. Ну, здесь пример немного негативный, но это дается для того, чтобы знать, как используется слово «қорқады», «боится». То есть здесь мы должны иметь в виду, откуда исходит страх. Если по-русски мы скажем «кого боится», а по-казахски будет «от кого боится», то есть откуда исходит страх. Хотя предложения стали распространенными, но тут тоже большой информации нет. Есть какая-то недоговоренность. Поэтому убираем шторки и смотрим, чего нам не хватает. А не хватает нам слов в табыс септік. Ол дәрігерден рецепт алды. Он взял у врача рецепт. Теперь понятное, полноценное предложение. Ол Даниярдан қызық кітап көрді. Он увидел у Данияра интересную книгу. Ол мұғалімнен қалам сұрады. Он попросил у учителя ручку. Ол әжесінен тігуді үйренді. Она научилась шитью у бабушки. Ол әкесінен қорқады. Он боится отца. Давайте снова мы прочитаем простые предложения. Сначала ол келді, он пришел, ол әкелді, он, она принес, ол шықты, он или она вышла, ол аударды, он или она перевел, перевела, ол сатып алды, он купил, она купила, ол көрсетті, он показал, она показала, ол қорқады, он боится, она боится. Убираем шторки. И добавляем окончание шығыс септік. Вопросы қайдан, неден. Қайдан – это откуда, неден – из чего. Итак, добавляем окончание. К твердым словам твердые окончания, к мягким словам мягкие окончания. Слово оканчивается на глухой согласный, поэтому окончание будет начинаться с глухого согласного. Подойдет сюда тан. Дүкен. Слово мягкое оканчивается на «н», значит, сюда подходит окончание «нен», «нен». Үй, ден. Қазақша, дан. Базар, дан. Теледидар, дан. Иттен. Ол жұмыстан келді, он пришел с работы. Ол дүкеннен әкелді. Он принес из магазина. Ол үйден шықты, он вышел из дома. Ол қазақшадан аударды, он перевел с казахского. Ол базардан сатып алды, он купил на базаре.
Вот здесь как будто мы по-русски говорим «он купил на базаре», а по-казахски «из базара купил». Теледидардан көрсетті показали по телевидению, иттен қорқады, боится собаку. В этих предложениях есть законченность, но не во всех примерах. Теперь открываем шторку и читаем слова, которые стоят в табы септік, винительном падеже, без окончания. Ол жұмыстан келді, он пришел с работы. Ол дүкеннен нан әкелді, он принес хлеб из магазина. Ол үйден шықты, он вышел из дома. Ол қазақшадан аударды, он перевел с казахского. Ол базардан ет сатып алды, он купил мясо на базаре. Теледидардан кино көрсетті, по телевидению показывали кино. Ол иттен қорқады, он или она боится собаку. Кого боится? Собаку боится. Давайте познакомимся со следующей функцией шығыс септік. Шығыс септік употребляется в предложениях, где говорится о том, из чего сделан тот или иной предмет. Неден жасалған, из чего сделано. Итак, убираем шторки и добавляем окончание, чтобы у нас получились предложения. Сначала к словам добавим окончание. Ағаш слово твердое. Последняя буква это Ш, глухой звук, поэтому подбираем окончание, которое начинается с глухого звука. Темір мягкое слово, темірден. Звонки согласны, звонки согласны. Сүт, тен. На глухой оканчивается, с глухого начинается. Алтын, нан. Күміс, тен. Теперь прочитаем наше предложение и переведем. Үстел ағаштан жасалған. Стол сделан из дерева. Пышақ темірден жасалған. Нож сделан из железа. Айран сүттен жасалған. Кефир сделан из молока. Сырға алтыннан жасалған. Серьги сделаны из золота. Сақина күмістен жасалған. Кольцо сделано из серебра. Көптік жалғау, множественное число. Сұрақтары кімдерден, нелерден, от кого, из чего, жалғаулардан, ден. Ол сыныптастардан хабар алып тұрады. Алматыға басқа қалалардан студенттер келеді. Он от одноклассников известие получает. Ну, если сделать правильно перевод, то будет: он общается с одноклассниками. Алматыға басқа қалалардан студенттер келеді. В Алмату из других городов студенты приезжают. На экране формула добавления личных окончаний к словам в шығыс септік. Шығыс септік плюс мын, сын, сыз. Если расшифровать, то нан, нен, дан, ден, тан, ден плюс мын, сын, сыз. К этим словам уже добавлены окончания шығыс септік. Теперь мы сюда будем добавлять личные окончания с местоимениями. Итак, ол Казахстаннан, он из Казахстана. Сіз Казахстаннансыз, вы из Казахстана. Сен Казахстаннансың, ты из Казахстана. Мен Казахстаннанмын, я из Казахстана. Ол Алматыдан, он из Алматы. Сіз Алматыдансыз, вы из Алматы. Сен Алматыдансың, ты из Алматы. Мен Алматыданмын, я из Алматы. То есть вместо вот этих слов можно вставить название любого государства. Например, мен Кыргызстаннанмын, я из Киргизстана. Мен Өзбекстаннанмын, я из Узбекистана. Мен Ресейдемін, я из России. Мен Францияданмын, я из Франции. Только единственное, вот здесь окончание, конечно, будет другое. Допустим, Ресейден. В принципе, это правило вы уже знаете. И точно так же можно из Алматы, мен Алматтан, можно сказать, мен
Ташкенттенмін, или же мен Бішкектенмін, или же мен Парижденмін, или же мен Мәскеуденмін. То есть, зная эту формулу, вы всегда можете сказать, откуда вы. Вот пример. Сіз қайдансыз? Мен Атырауданмын. Ал сіз қайдансыз? Мен Шымкенттемін. Вы откуда? Я из Атырау. А вы откуда? Я из Чимкента. То есть не только я из Чимкента, да, вот, допустим, мы не можем сказать, вот я приехал из Чимкента. Употребить вот эту форму вместо я приехал из Чимкента мы не можем. Получается, мен Атыраудамын, я родом из Атырау. Мен Шымкенттемін, я родом из Чимкента. И вот примерно простую форму. Сен қайдансың? Мен Өскеменненмін. Ал сен қайдансың? Мен Семейденмін. Ты откуда? Я из Ускамана. Или как это по-русски звучит? Ты откуда? Я из Ускемена. А ты откуда? Я из Семея. Вот другие примеры. Сіз мұнда қайдан келдіңіз? Ақтөбеден келдім. Сіз ше? Мен Атыраудан келдім. Вот здесь тоже к словам добавлены окончания. Шығыс септік. Но здесь мы не можем сказать, что я родом из Ақтөбе. Тут спрашивается, вы сюда откуда приехали? Из Ақтөбе приехал. Вы? Я из Атырау приехал. Сен бұл кітапты кімнен алдың? Сатылымда жоқ қой. Я, сатылымда жоқ. Мұғалімнен алдым. Ты эту книгу у кого взял? Ведь нет в продаже книги. Да, в продаже нет. Взял у учителя. Подводя итоги урока, можем сказать, что шығыс септік отвечает на вопросы кімнен, неден, қайдан, имеет окончание нан-нен, дан-ден, тан-тен. В предложении слова в шығыс септік используются, когда речь идет о материале, из которого производится какое-либо изделие. Когда сообщается отправная точка движения или вообще другого действия. Если же к названиям страны, города, села добавлены личные окончания, то они показывают, откуда человек родом. Поэтому падеж называется исходным.